Что касается агрессии, которая проявляется сегодня на территории АТО Гагаузии в отношении любых представителей. У нас некоторые товарищи проявляют агрессию не только представителям Кишинева, но и в том числе жителям Гагаузии. Я думаю, что это излишне. И вот эта агрессия, которая на сегодняшний день имеется, эта агрессия наоборот работает против Гагаузии. И самое главное, против интересов населения, не против интересов отдельных лиц. Они за эти лозунги, может, и получают определенные финансовые ресурсы, определенные блага, определенные должности, а вот страдают, как правило, простые граждане. Поэтому я призываю всех ответственных должностных лиц, в том числе деятелей, там, общественных, необщественных, чтобы они акцентировали внимание на свои высказывания. И самое главное, на сегодняшний день, лучше худой мир, чем хорошая война. Придут выборы. Если будут демократическим путем избраны соответствующие институты, то после этого, естественно, мы определимся с раскладом, кто будет руководить парадом. Если на сегодняшний день кто-то имеет желание, вот есть даже такие высказывания, что будет революция, будут какие-то там митинги, там будут какие-то агрессивно настроенные мероприятия. Если мы с помощью вот агрессии попытаемся сменить власть, не исключено, что это может привести к определенной конфронтации, и не исключено, что это может привести к тому, что в Уголовном кодексе некоторые статьи, в том числе связанные с сепаратизмом, в том числе связанные с призывами к агрессии, к массовым беспорядкам, будут апробированы на практике. И потом будут писать, что вот жители Гагаузии, да, были привлечены к уголовной ответственности, жители Гагаузии являются сепаратистами и так далее. Вот чтобы этого не было, лучше, я считаю, на сегодняшний день провести демократические выборы. Каждый имеет право участвовать. Если я хочу что-то изменить, я могу участвовать не только в качестве избирателя, но и в качестве конкурента на выборах. Если я хочу что-то изменить, я могу объединиться с определенными политическими организациями и участвовать в принятии решений без проблем. Право на управление гарантируется всем. А так, призывать к агрессии, призывать к массовым беспорядкам запрещается уголовным законом.